Всем привет! Мы сегодня находимся в спорткомплексе 50 лет Победы в городе Якутске, где проходит чемпионат первенства ДВФО по кикбоксингу. Не убивайте в мальчике мужчину. Учите драться ваших сыновей. За девочку, за правду, без причины. Пусть он бьет тех, кто старше и сильнее. Пусть с детства знает, проиграть не стыдно. Позорно из-за страха отступить, когда после уроков полубыдла его пытаются унизить и сломить. Не отдавайте вы мальчика на танцы. Пусть занимается и боксом, и борьбой, чтобы даже в самой сложной ситуации ему хватило духа быть собой. Я знаю, за детей вам страшно, но не пытайтесь их от мира оградить. Скажите им все то, что жизни важно, любой ценой необходимо защитить. Всем привет! Мы сегодня находимся в спорткомплексе 50 лет Победы в городе Якутске, где проходит чемпионат и первенство ДВФО по кикбоксингу. По данному виду спорта я совсем ничего не знаю, ничего не могу сказать, поэтому мне сегодня будет помогать Павел, будет рассказывать, будет вводить в экскурс. И вот сейчас он готовит своего воспитанника к бою. Сейчас через пару уже выйдет. В этом зале проходит чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах full контакт и low kick. Здесь отбираются спортивные сборные команды регионов ДФО для участия в первенстве чемпионате страны, чемпионате России. Сегодня у нас, как я смотрю, выступают только дети, да? Нет, здесь были юниоры также, но да, в основном дети, full контакт. Больше взрослых в этих регионах работают в лоу-кике и К1. Это будет на следующий день. А в чем заключается ваша зона ответственности в данном первенстве? Моя зона ответственности? Я технический делегат Федерации кикбоксинга России. Я слежу за тем, чтобы соблюдались правила, чтобы все технические, подготовка техническое соревнование соответствовала правилам Федерации, чтобы не было травм, работа судейских бригад, медицинская помощь, безопасность соревнований и так далее. Кикбоксинг это вообще, для меня, как человека из кикбоксинга, да, это в принципе апогей единоборств ударных. Ударные единоборства, у нас есть 6 дисциплин, они в принципе собрали в себя все, что за многие-многие годы человечество придумало в ударке. Мы универсальны, мы сильны, мы очень круто смотримся, у нас есть профессиональное направление, которое очень много во всех странах мира развивается. Собственно, как сказать, самое крутое единоборство ударное – это кикбоксинг. Якутия, в принципе, один из регионов России, который был родоначальником кикбоксинга, то есть здесь он зарождался вместе с российским кикбоксингом. Отсюда вышли первые чемпионы. Опять же, турнир сейчас посвящен Александру Иванову, который является первым чемпионом мира из СССР. Всегда якуты присутствовали в сборных командах России, очень круто себя показывали на международной арене. Это один из немногих регионов России, где кикбоксинг базовый, соответственно, очень большая поддержка Министерства спорта Якутии, правительство республики поддерживает наш вид спорта. То есть он здесь культивируется, он здесь любим, и, конечно же, якуты – это наша надежная опора в сборных командах. Для кикбоксинга это моя жизнь. Я спортивный директор федерации.
и начальник спортивных сборных команд. Я живу этим видом спорта и всем рекомендую им заниматься. Откуда вы приехали? Из Москвы. Из Москвы. Да. Ну, желаем удачи. Спасибо вам тоже. Самое главное, чтобы обошлось без травм больших. Да, спасибо. Ну и чтобы все на высшем уровне все пошло. Спасибо большое. Вам тоже. Приходите к нам почаще. Спасибо. Умно собрано, погнали! Не напрягайся! Не надо этого пока. Больше рук. Слишком напрягаешься, Жека. Слишком много ноги, Женя. На руках где? Вот! Попал! Да 3-0 ведем. Слишком напрягаешься. Ты что, зачем напрягаться? Ты же почувствовал. Он нам ничего не может сделать. Согласен? Все, собрано. И на руках ты один удар хочешь зацепить. Чуть количество добавь. Раз попал, раз-два добавить. Раз-два добавить. И ножку. Хорошо? Стойку меняй. Все как любишь. Получай удовольствие. Ты начал напрягаться, как будто я тебя заставил. Получай удовольствие. Можешь стойку поменять. Если чувствуешь, ручку опусти. Ты Golden Boy, сияй. Все пришли на тебя посмотреть, Джека. Ну-ка. Сядь. Вдох. Вдох. Дера. Гол! Собрано, собрано! Делай, делай! Бом! Бам, да! Эй! Единогласным решением судей игровой спортивной силы удар. Что, каково это? Да, ничего обычного, выиграл, просто выиграл. Просто выиграл. Какие у тебя соревнования? Дальний Восток Не, вообще, сколько? выиграл. Да. Первенство республики, Кубок мэра по боксу. Много соревнований. Нравится? Конечно. А что именно нравится? Бить людей, шучу. Ну, не знаю, просто чувствуешь от противника сопротивление, оба старайтесь дать, как сказать, что-то лучше сделать, себя лучше сделать. Ну, лучше стать просто лучше. Молодец, молодец. Завтра, да, и дальше? Завтра еще бой. Да, Финал или что? полуфинал. Завтра будет. Да, Молодец. А в какой весовой категории? 48. Сам откуда? Якутск, Где тренируешься? 203 Пикабу. Можешь прорекламировать свою школу и позвать туда людей потренироваться. Ну, что я могу сказать? Ну, хорошие тренера, мастеры спорта у нас выполнили несколько человек. Много чемпионов у нас, чемпионы республики. Как настрой? Только победа, только золото. Ну, начнем с нашей команды. То есть сегодня на full контакт заявлено 6 человек. Сегодня отбоксировали двое. Тимур Григорьев и Женя. Вдвоем более чем уверенно выиграли. Завтрашний день также уверены на завтрашний день. Ну, бои будут трудные, но мы готовы к этому. Мы пришли за золотом. Ну, это спорт, здесь легко не бывает. Да, конечно. Пойдем, Павел? Ага. Вот, сегодня мне будет Павел помогать, Здравствуйте. так как я совсем ничего не понимаю, не знаю. И расскажет вообще вот про дисциплины. У нас двух же дисциплин. Да, проходит? сейчас идет двух дисциплинах. Сегодня full контакт идет. С завтрашнего дня начинается раздел low-kick. То есть full контакт, как можете вы видеть, как сами смотрели. По ногам бить запрещено и в штанах боксируют. А завтрашний раздел у нас будет в шортиках, low-kick, по ногам уже можно бить. Уже, ну, как считается, более жесткий вид, чем full контакт. Ну, full контакт тоже жесткий. Но low-kick более жесткие бои будут.
Так, на лоу-кик у нас заявлено 12 человек. За моей спиной вы видите сам ринг. То есть к нам приехали гости почти со всего Дальнего Востока. Вы откуда были у нас? Благовещенск. Благовещенска. Сколько? У нас, по-моему, 35 человек вообще, команда общая. Ну, с нашего клуба 10 человек, там еще вот ребята, их трое. Долго ехали? Ну, практически 2 суток. На поезде? Да, на поезде, ну и там на Сейчас автобусе. удобно, то, что у нас поезд появился. Прям до Ну да, раньше было прям проблематично добираться, да, тяжеловато. Который раз в Якутск приехал? Я первый раз, но 2 раза судьба не представилась, я должен был ехать тоже, я жил в Хабаровске, раньше там тренировал, вот, и 2 раза должен был ехать, и поездка эта откладывалась, все, не получалось по каким-то причинам. Какие первые впечатления от Якутска и от первенства? Холодно. У вас тоже холодно. Такие ощущения. Не, у нас потеплее немножко. У нас потеплее. Не, ну, хороший город, гостеприимно встретили, как бы все нравится. Соревнования, ну, на хорошем уровне проходят. Все четко. Павел, а чем вот мы же обычный народ не знаем, да? Вот для нас муай-тай и кикбоксинг как бы это одно и то же. Вот расскажи для нас, чем вообще вот все это отличается, все эти разделы, все эти виды. И я вот вижу сегодня, допустим, то, что вот в штанах боксируют ребята, и в шортах еще же будут бороться. То есть разделов 6 у нас, и на штанах это full контакт, который за нами, за спиной идет. Есть light контакт, где сильно бить запрещено. Semi контакт, это, то есть по файтинг на очко, то есть заруб не бывает, как коснулся, брейк, обратно заново. А самые жесткие это в шортиках, то есть лоу-кик и К1 раздел. То есть А чем кикбоксинг отличается от муай-тай? ну, вот так взять, для тех людей, которые не знают, что это такое, очень трудно, но внутри, то есть в тайском боксе разрешены удары локтями, коленями, сколько угодно, хоть сколько можно бить. Сам клинч, то есть ближний бой разрешен. В кикбоксинге, ну, самый близкий к этому разделу у нас К1 является, где есть удары с колена и удары с разворота руками, называется бэкфист. Но там отличие, клинч у нас не такой большой, в клинче можно один раз только ударить с колена и локтя нет. То есть, ну, эти 2 действия вообще все меняет, это вообще 2 разных вида спорта. Как часто вот в Якутске проходят соревнования По кикбоксингу у нас дальневосточный чемпионат и первенство Дальнего Востока ежегодно проводится, но иногда разделы меняются, иногда лоу-кик только будет, иногда фулл, иногда там чуть другие К1 раздел. Но в этот раз у нас именно 2 раздела идет, фулл контакт, лоу-кик. Ножку кинь! Сам! Работай, не стой! Работай сам! Александр Егорович, как я ранее говорил, он был первой сборной, и он 4 раза выиграл вот, СССР соревнования по кикбоксингу. Затем он в 1991 году, вот 35 лет назад, в Лондоне становится первым из СССР чемпионом мира по кикбоксингу. Поэтому он внес огромный вклад, и из якутян по виду спорта он является первым. У нас есть наши уважаемые олимпийцы по вольной борьбе, но они не первые по этому виду, а наш вот Александр Егорович, он первый из СССР, который достоится титула чемпион мира. Первопроходец была, да, первый проходец, и вот от него
И от первой сборной начала вот бурное развитие кикбоксинга. Потому что, как вы знаете, в 90-х годах не было интернета, поэтому вот молодежь, видя, что старшие братья удостоились такого результата, они начали тренироваться, и вот затем вторая сборная, вот тоже знаменитая вторая сборная, были на высоте. Закончился первый день соревнований. Представители и судьи собираются у главного судейского стола и будут проводить итоги первого дня соревнований. Ну, вот мой ученик Григорьев Степан Тимур сегодня боксировали с Амурским. Сегодня второй бой провел. В очень тяжелом бою выиграли с разногласием судейских коллеги, но по бою выиграли. Завтра финал с Якутским. Откуда приехали? Самарской области, из Благовещенска. Который раз уже в Якутске? Первый. В этот раз первый, да. В этот раз первый. Да, в этот раз первый раз, да. Звучит красиво. Как вам Якутск? Мне нравится очень гостеприимный народ. Очень тепло встретили. Все вопросы организационные и, в принципе, по проживанию, помощь всегда все отзывчиво, быстро, в кратчайшие сроки помогают решить. А по спортивной составляющей сколько ребят привезли? Я привез 3 спортсменов в этот раз. Ну, по возрасту проходят у меня 3. В общем, команда у нас с области 36 человек, по-моему, если не ошибаюсь. Это включая взрослых? Да, это full контакт и лоу-кик. А вы только как в качестве тренера, да? Да, я в качестве тренера. Как выступают ваши ребята? Хорошо, вот провели очередной бой, выиграли. Завтра выходим в финал, 2 финалистов у нас. Ну, у меня лично из 3 человек 2 финалистов, поэтому... Ага, я вот увидел, что бой остановили досрочно. Это Да. Что там произошло? Было попадание хорошее, после чего соперник поплыл немного и ушел в глухую защиту, так сказать. Рефери решил остановить бой, чтобы не травмировать спортсмена. То есть, вот этот ваш спортсмен вышел в финал, да? Да. Ага, с кем будет драться? Ой, честно, пока не знаем. Вот сейчас победитель вот этой пары у нас будет с нами в финале, попадется. Будем изучать, смотреть. Да, нормально. Сколько боев провел? Сейчас вот на данный момент один только вот. Один только? У меня полуфинал был. Вчера не дрался, да? Не. А у меня в категории 5 человек. Завтра уже будешь в финале. Да, финал вот с этой пары, кто выиграет. Который год занимаешься? Я, 5-й пошел. 5-й год Да. уже? Россию брал? Не брал. Я на прошлом ДФО 39 был. Я вот первый бой выиграл, а потом у меня там был, говорят, 2-кратный чемпион России. А меня там засуживали, потому что он с Приморья. Вот. У меня там один судья 0,30, ему 30 очков, а мне 0. Вот так вот меня засудили, и я не поехал. 3-м местом стал. Ничего страшного, все большие победы впереди. Конечно, я недавно всероссийский выиграл, Кубок Сибири. У меня там 5 боев было. Все уверенно забрал. Любишь кикбоксинг? Да. Что для тебя кикбоксинг? Кикбоксинг, дисциплина первая, и упорство, вот так. Так, сейчас Павел нам расскажет, во что экипируется спортсмен, который выступает в дисциплине full контакт в кикбоксинге. Так, у нас экипировка синего угла, то есть для раздела full контакт используется фута, то есть это надеваем на ноги, сами щиты на голень. Шлем обязательно должен быть закрытый, то есть если открыто, это запрещается по правилам, то есть потому что в кикбоксинге есть удары сверху, то есть ногами
И перчатки, ну, у нас стандартные боксерские перчатки, 10 унций с антинокаутным этим, ошибкой. То есть кулак не должен полностью сидеть, то есть вот так, то есть как бы, наверное, в магазинах вы сами, кто интересуется спортом, заходили, бывают перчатки, в котором прям рука полностью садится, это называется, то есть профессиональные. И из-за накладки, видите, то есть вот тут накладка, то есть, ну, очень большая, до 2,5 сантиметра примерно, то есть, а профессиональных там накладка менее сантиметра, то есть вот основное отличие от, то есть, соревновательных и тренировочных перчаток. Так, я мастер спорта России по кикбоксингу, призер чемпионата России, ну и много Дальний Восток, республика, там тоже много где боксировал. Я начал заниматься спортом поздно, то есть для тех, кто говорит, мне поздно заниматься. Я вообще спортом начал заниматься, вообще спортом, 17 лет. 17 лет начал заниматься, до этого у меня проблемы со спиной были. Я начал заниматься спортом, чтобы чуть мускул набрать. Начал первые шаги под руководством Анатолия Романовича Кутукова, царство ему небесное. Я пришел вообще для себя заниматься, чтобы, студенчество, чтобы научиться себя защищать. Анатолий Романович выставил меня на соревнования, первый бой же проиграл. Я не хотел уйти, проиграв. И пошло-поехало. 8 лет. За 8 лет я очень много где боксировал, мастер спорта выполнил. Какой профессиональный рекорд у тебя? Профи-рекорд у меня 1-0. Я особо не боксировал. Да. А вообще вот вообще по любителям я никогда не считал. Около 50 боев, наверное. 30. Проиграл. Я точно помню, сколько я проиграл. Я проиграл 11 раз. 11 раз? Да. Значит, где-то 39 раз проиграл. Да, примерно. То есть победы не считал, а поражения я отлично помню. Потому что победы, да, иногда нас делают сильнее, но как бы грустно не было, поражение тебя делает сильнее. Заставляет тебя обдумать. То есть мой ученик вот проиграл, поговорили с ним. Я уже вижу у него в глазах огонь, который ко мне, когда он только пришел ко мне, который был огонь, потом у него пропадало, потому что он всех, то есть последние 1,5 года никто с ним до 3-го раунда не доходил. Всех он досрочно побеждал. Чуть-то расслабон взял, если это по-спортивному сказать. Вот. Что, вернемся сильнее. Ребята, смотрите, кто проигрывает, это ничего страшного, потому что я ни один бой за 1,5 года не выигрывал. То есть я вышел на определенный хороший уровень, на уровень России, очень хорошо боксировал на уровне России, но по истечению обстоятельств я получил травму, потом вылечился, и после этого я 1,5 года ни один бой не побеждал. То есть за 1,5 года я 5 раз проиграл. То есть я 5 раз выступил, то есть я восстанавливался, травму восстанавливал, приходил, проигрывал. И в основном проигрывал, к сожалению, досрочно. То есть это чуть психология или что-то было. Но потом, после каждой черной полосы, придет хорошая такая белая полоса. Здравствуйте, я вот смотрю, вы уже несколько своих воспитанниц выпустили на финал. Как так получилось, что все ваши воспитанницы в финале будут? Это тренировки, упорные тренировки. А вы сами откуда приехали? С Хабаровска. Вот расскажите, а как вы тренируете? И только девушки у вас или? Нет, у меня еще есть парни. Они будут выступать, кстати, в лоу-кике у нас. Большую часть команды я привезла. И девочки также есть. Больше всего, кстати, девочек у нас в клубе. А вы сами тоже боксируете, да? Я вас на завершении видел. Да, я буду боксировать по женщинам в 56. После травмы возвращаюсь снова в спорт. А сколько человек привезли?
С Хабаровска приехало 33 человека, моя команда 14 человек. И все вышли в финал? Нет, не все вышли в финал, к сожалению, но так бывает. Опыт получили очень хороший, будем работать дальше, не расстраиваемся, не вешаем нос. Как вам уровень вообще качества именно спортсменов? Очень хорошая. На Дальнем Востоке показывают очень хороший, высокий результат спортсмены. Также и на России они очень конкурентные. Мы уже не первый год приезжаем в Якутск и показываем достойные бои. Здесь все на высшем уровне. Вы уже вот сказали, уже несколько раз были у нас в Якутске. Вот каковы впечатления у вас от Республики Саха-Якутия? Очень теплые приемы у вас, очень все добрые люди, отзывчивые, все помогут. Везде можно все спросить, прекрасно нас принимаете здесь. Единственная дорога к вам такая тяжелая, но это мелочи по сравнению с вашим гостеприимством. Ехали на чем? На поезде. 2 дня ехали к вам. Двое суток. 2 суток Всего ехали. лишь? А раньше мы 3 суток добирались до Хабаровска. Вот. В принципе, все хорошо. По ходу соревнований пару слов скажите, пожалуйста, что вы отметили. Очень высокий уровень спортсменов. Кикбоксинг развивается, не стоит на месте. И даже уже малыши показывают очень высокие качества и мастерство свое на таком уровне. А завтра вот вы сказали, что выступаете. У вас сколько в весе, знаете? Еще не прошла жеребьевка, поэтому сейчас пока не подскажу. Хорошо, в любом случае желаем вам удачи, чтобы якутская земля была к вам благосклонна. Спасибо большое. И сразу на кастань едем. О, кидай, есть. Еще тот, бам, есть. Бам! 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 О, кидай. Если ты бьешь, вот, с смещением головы в сторону, сразу встаешь. Второй момент. Он постоянно вот так шлем дергает. Только видишь, начинает шлем дергать. Сразу вдруг бам-бам туда. Засунул. Второй момент. Поведу? Вот здесь работай. Вот. И еще повтор. Вот я Александра Иванова, турнир вначале зарождалась в Нерюнгри, там потом перенесли в город Якутск. Вот сейчас про Александра Иванова я могу сказать то, что он был великим спортсменом, который достиг таких высоких результатов, как чемпион мира среди всего Советского Союза. Первый чемпион мира. Вот. У него очень такая филигранная техника была, потому что он сам с бокса пришел. И вот наши ребята тоже, большинство после Александра Иванова, пришедшие в кикбоксинг, они в основном все пришли от бокса. Вот так, так как по республике бокс был одним из самых таких популярных видов спорта того времени, он сам являлся кандидатом в мастера спорта Союза, вот, и мастером спорта международного класса и чемпионом мира. Вот я его первый раз прочитал в газете и посмотрел, что такое кикбоксинг. Это был 88 год. 88 год Александр Михайлович Михайлов, мастер спорта международного класса по боксу, 3-й призер чемпионата мира. Вот он под его руководством в 1991 году все это создавалось. И мы занимались в спортивном клубе «Куцюр», тогда такое было, в начале всего вот этого возрождения спорта. И очень много, после Александра Иванова, очень много студентов записалось в кикбоксинг. И потихонечку уже начали показывать свои результаты. Ну, Александр, я помню, в 1991 году, когда я учился только, поступил в Якутский государственный университет на физкультурное отделение. Я туда поступил после школы,
после окончания школы. Ну и там ребята были после армии и так далее. И Александр Иванов один раз подошел ко мне, ну вот, и предложил, чтобы он у него занимался, ну и чтобы я у него занимался. Но перед этим я слово отдал другому тренеру, то, что я вечером приду в другой клуб. И ему это объяснил, и Александр мне просто сказал: если ты дал свое слово, держи, говорит. Ну, вот такого человек был, ну, как сказать, ну, гордость нашей республики. И вот сейчас мы очень рады имя его, чтобы вот этот турнир всегда был. И с 2014 года мы начали тренировать детей. Детский спорт начал развиваться. Ну, первый момент был очень такой сложный. Мы постоянно проигрывали. Вот сейчас в данный момент уже идем наравне. Ну, и на чемпионатах, то есть на первенствах России у нас уже несколько ребят становились на высший пьедестал. Выигрывали первенство, затем отбирались на Европу и на первенство мира. Так что у нас есть результаты по детям именно. Вот поэтому я пожелаю молодым ребятам, которые вот сейчас вот начинают только начинают тренироваться, я им пожелаю, чтобы они выросли на таких примерах, как Александр Иванов. Тренировки не пропускали, слушались своих тренеров, и тогда результат обязательно будет. Спасибо. Так, третий день начался. Сегодня у нас начинается дисциплина лоу-кик, но это уже более самое такое зрелищное. Вот ребята готовятся выйти на ринг. Опять же проверяются у судей, проверяют экипировку. Здесь все серьезно. Я заметил такое, что судьи здесь очень строгие, все работают абсолютно по чек-листам, только по чек-листам, все знают свое место, все очень дисциплинированно, поэтому уровень мероприятия тоже очень высокий. Гаврил Михайлович, как у вас дела? Как ваши воспитанники себя показывают? И про турнир пару слов скажите. Турнир собрал сильнейших спортсменов Дальнего Востока. Очень сильные спортсмены приехали. Мы за путевки на первенство и чемпионат России будем биться по кикбоксингу в двух разделах, по лоу-кик и фулл-контакт. Сегодня финалы по фулл-контакт и начинаются по лоу-кик. Сегодня из моих воспитанников выступает 5 по лоу-кик, по фулл-контакт. Сегодня 3 выступили. Гаврил, насколько я знаю, ты же являешься представителем бокса. Да, я мастер спорта по боксу. Ага, и много раз выигрывал чемпионат республики по боксу? Да, я 5 раз выиграл. Ага. А что привело вас в кикбоксинг? Как вы здесь оказались? И насколько бокс и кикбоксинг сплетаются? Это же ударные виды спорта. Они знакомы друг другу. Это как братья по ударной дисциплине. Ну, по кикбоксингу я, когда вот работал, там уже начал заниматься. После бокса, конечно. Там уже я выигрывал турнир South City и выступал по комплексному единоборству. Там тоже кикбоксинг, поэтому я там много занимался. А насколько сложно после бокса перейти и на ноги еще? Да, сложно. Надо заранее тренировать ноги, а то боксеры в ногах только двигаются, а не бьют. Поэтому ноги тренировать сложнее. Вот в разделе лоу-кик спортсмены уже в шортах, на ногах щитки.
Вот для нас, кто не знает вот про этот вид спорта, просто скажу, что full контакт это ребята, когда дерутся в штанах и запрещены удары ниже пояса, а вот в разделе low kick уже все разрешено, это такой более жесткий вид, но нету колен и локтей. Зрелище будет сегодня. Дисциплина full контакт уже окончена, финалы уже были проведены. Единственное, что вот мне очень не понравилось, так что это финалы full контакта уже были проведены. Я думал, все финалы вместе будут проходить, оказывается не так. Вот, меня поражает уровень спортсменов, как они двигаются на ногах, как они чувствуют дистанцию. И бесстрашие вот этих молодых бойцов. Совсем дети. И бесстрашно выходят и бьются. Я заметил вот очень красивые шорты у бойца синего угла. Финалы будут завтра. Завтра тоже буду снимать. Мне будет помогать Павел. Свои прически сделал умного ребенка. Я так понял, этот талисман клуба, да, ты? А? Ага. Везде бегает, везде прыгает. Такой шустрый малый. Как тебя зовут? Дамир. Сколько лет тренируешься? 8. 8 лет? Да. Ну тогда хайкик. Хайкик покажешь мне? Да. Хайкик или торнадо? Ну, что хочешь, покажи. Опа! Кто твой тренер? Павел Павлович, самый первый Никита Наумов. Тренируешься в Пикабу, да? Да. Раньше где тренировал? В Кангаласах. Ты с Кангаласа? Угу. Какие достижения у тебя есть? 3 место за дальневосточные соревнования, ну, ДФО. И 4 раза республика, ну и много остальных соревнований. О чем мечтаешь? Я сделать мастера спорта. И все? Да, и открыть свой путь дальше, чтобы продолжать попасть, например, в карьеру UFC. UFC? Ага. Вторым из UFC, из Якутии, да, в UFC? Да. Первый кто из UFC? Григорий Попов. Откуда он? С Якутска. С Кангаласа? Да. Да, земляк твой, да? Ага. Так что удачи тебе желаю. Спасибо. Пути. Ага, в школе хорошо учишься? Нормально. На тройке. На тройке, елки-палки, надо стараться. Потому что учеба в школе – это важнейшая часть. Понял, да? Да. Ну, это мои наставления для тебя. Если будешь хорошо учиться, то будешь хорошо тренироваться. Сила без ума – это не сила. А сила с умом – это торнадо. Давай, покажи торнадо еще раз. Красавчик. Дай кулачок. Вот представители Намского улуса, мои земляки. Вот представители Приморского края проехали выступать только в дисциплине лоу-кик. Очень серьезно настроены. Привезли спортсменов высочайшего класса. Боец красного угла на порядок выше. Вот, видно, что у ребят уже уровень выше. Очень хорошо чувствуют дистанцию. Набрасывает лоу-кики красные. У него превосходство в росте. Такой очень
большое превосходство в росте, поэтому накидывают лоу-киками. Синий угол работает руками, тоже в конце набрасывает лоу-кики. Синий угол спрашивает счет у своего тренера. Тренер сказал, что 3-0. Побеждаем. Ну прям очень плотный бой. Очень устали ребята. Видно, что очень дышат. Хороший лоу зашел. На мой взгляд, выиграл синий угол. Победу одержал представитель республики Саха-Якутия. Да, синий угол раздельным решением. Победу присудили нашему спортсмену. Вот, скажите пару слов о прошедшем бое. Да, Тимур Асентьев у нас представляет республику Саха. Он сам из Намского улуса. Чуть-чуть функционалки Тимура, видимо, не хватило. Вот под конец, конечно, он выдохся, но в первых 2 раундах хорошо поработал. Очень хорошо поработал, ну и отрыв свой взял, за счет этого выиграл. Но я на свой непрофессиональный глаз скажу, что оба спортсмена отличались своими антропометрическими данными. И красный боец держал дистанцию, пытался держать дистанцию, а вот Тимур, он наоборот сокращал дистанцию и действовал руками и ногами. Совершенно верно, да. Тимур, он опытный спортсмен и знает, как боксировать именно долговязыми спортсменами. За счет этого он отрывал дистанцию специально и правильно поставил свою тактику, за счет чего выиграл. В основном он раньше выступал по фулл-контакту. Нынче впервые на Дальнем Востоке заявился по лоу-кику. Весьма неплохо, скажем так. Дальше соревнования покажут. Finalga da bastı. Taqqan ha. Final Финал батах, полуфиналга да кыста. 1/4 астı. Что, бүгін кесер, да? Бүгін өсе кейсер. Садомоевтен, Забайкальский край. Ду Хабаровская где-то. Bu amanı bir республикабы лидера етілерді. Ага. То бұланларда қыдай бұғылға. Это было, блин, бастан тұрата путевка лаганова. Путевка, конечно, уже там, путевка вот на лахпутна уже Россия. Россия білімлі. Ага. Қандай жапты еді отыр еді? Қалбақы, бүлі. Деревняға, да? Деревняға. Деревняты манды көровина отыр кәйелдер алау ердерді. Дебарта едер тренерлер үлеләңі таққан бұлады. Оттонық, главное, лебедет тиение бітін надо. Оғылық кәләлтір оларын гына. Қалбақы отыр бар кикбоксерді отыр. Это мастер дихтерме валлах, еще отыр. Чекет атыр? Ага. Захар, дистанции! Дистанции! Лоу где? Лоу! Держи дистанцию! Дистанция! Аннажим. Баран рараб. Сюда. Дамир, Супермен зайдет. Бо! Подойди спокойно. Дамир. Бо! Попал! Го у него, пускай низко. Бо! Синего угла за против Радомир. Че, как бой? Хорошо, нормально все. Нормально все? О чем думал во время боя? Поскорее бы выиграли. Думаю. Тактика какая была на бой? Левый в печень левый. И лоу закидывать.
Все получилось то, что ты планировал? Да, все получалось. Иногда проваливался, да, не спорю. Но еще этот комбинация на левый боковой лоу у меня не получалось, потому что он сильно высокий для меня. Я перешел к другой тактике. Накидывать печень и лоу. Тренер какие наставления давал перед боем? Он сказал, все собрано, делаем четко и не суетиться, расслабленно заберем. А по тактике какие? По тактике, вот то, что он мне сказал, я то и делал. Печень и лоу. Да, и вот во втором раунде или в первом удар Супермена зашел. Да. Да, это что за удар? Супермен, ну, типа от прыжка, атакуешь и ударяешь. Это ваша домашняя заготовка, да? Нет, она есть у всех. Каждый знает, должен. А как вы поняли, что этот удар зайдет? Мне тренер сказал, со стороны все виднее. А тренер сказал, и ты сделал? Да. Красавчик. Сегодня еще будешь боксировать? Вроде нет, завтра. Уже финал, да? Угу. Давай, удачи, брат. До свидания. Вот, все! Не убивайте в мальчике мужчину. Учите драться ваших сыновей. За девочку, за правду, без причины. Пусть он бьет тех, кто старше и сильней. Пусть с детства знает, проиграть не стыдно. Позорно из-за страха отступить, когда после уроков полубыдла его пытается унизить и сломить. Не отдавайте вы мальчика на танцы. Пусть занимается и боксом, и борьбой, чтобы даже в самой сложной ситуации ему хватило духа быть собой. Я знаю, за детей вам страшно, но не пытайтесь их от мира оградить. Скажите им все то, что жизни важно, любой ценой необходимо защитить. Тренерский бой. Я тоже в кикбокс подаюсь. Хада хайталуни. Перча, Раз, два, три. Раз, два, три. То ошибка лапни. Ан тренер бола ханда. Қайда? Тоқтар, сейчас легендарная торнадо кәдірі. Коронный, да? Коронная, мое коронное. Автономный округ. Параллельно с соревнованиями проходит Семенова награждение. Маргарита, Республика Саха, Якутия. Какое место? Третье. В следующем году, чтоб чемпионом стал? Да. Второе место. Русова Милана. Слово даешь? Нет. Обещаешь? Первое место. Лукьянова Александра. Хабаровский Зато край. честно, зато честно. Молодец. Ну что, покажи медаль. Сколько у тебя медалей? Сколько? Штук 30, наверное. 30? Сразу в спорту. А? Ну там не только по кикбоксу у меня медали. А что еще есть? По карате есть медали. Там, по всяким конкурсам. Школьным. Какая медаль самая ценная для тебя? Вот это, наверное. Вот это? Это. Самое большое достижение твое, да, сейчас? Молодец. Вот такое закулисье у нас на чемпионате. Ребята учатся позировать. Все фотографии, которые будут сделаны сегодня, будут завтра на большом экране. Это те мероприятия, которые делают спорт более популярным, более интересным. Поэтому
современном спорте без медиа никуда. Еще. Николай, Республика Саха. Далее с нами Вадим Колпаской, мастер спорта международного класса, пятикратный чемпион России, чемпион Европы и обладатель Кубка мира. Кубка мира, да. Ага. Сейчас он расскажет вот про правила вообще лоу-кика, про историю немножко расскажет. Ему намекнули рассказать о главном кикере России. Так, и расскажет немного по ходу боев. Так, я сам не могу просто рассказывать. Давай вот сюда станем. Ну, сейчас боксируют по правилам лоу-кика, как мы смотрим. Ага. Вот. Ну, если говорить о правилах, то также есть как правило бокса в целом. Руками, получается, как правило бокса работает. Ногами бьют в области бедра, это лоу-кик называется удар. Корпуса и выше, в области хай-кика. А разрешается удар с разворота. Бэкфисты, да? Не, бэкфист это удар вот, с разворота рукой, а именно ногами, допустим. Удар с разворотом, аваши гири, ушири гири, вот такие рубящие удары. Вот. Это как бы основные правила. А очки считаются плотное попадание с рук, как и правило бокса. И очень как бы, ну не то чтобы ценится, а есть конкретный удар лоу-кик, если его попадает, его очень хорошо видно. И вот эти удары в основном тут получается ценится. То есть удар рукой 1 балл, да, а удар ногой 1 балл. То же самое. А вообще как считается, вот я вот видел в табло, допустим, подойдем в табло. Конечно, в табло я, допустим, вижу 1-0. Ага, это что значит? Это получается сейчас в красном углу спортсмен выигрывает на, вот сейчас уже 2 очка. То есть один удар, это вот один такой вот черточка одна, допустим. Если спортсмен попадает 1 раз, ну вот одну очко считает. И вот так получается, идет в правую сторону, в данном случае это красный угол, и в левую сторону. Это считается, что вот спортсмен в красном углу, он выигрывает, да? 3-0 выигрывает. 3-0 выиграет, то есть 3 судьи отдают ему очки. Получается, вот, допустим, средний судья ему дал 2 очка, уже одно очко стало. Каждый раз вот это вот меняется. То есть тут очковая система. Допустим, в правилах бокса сейчас по раундам дают целую картину смотрят, и там дают полноценно, кто выиграл. А в нашем случае тут очковая система играет. То есть засуживать уже сложно, да? Вот, ну, в принципе, да. Чуть сложнее получается засуживать. Но такое все равно иногда как бы встречается, как бы в любом спорте есть такое, но да, тут более как бы контроль такой имеется. Более объективно. Да, более объективно считается. Вот. Расскажи про себя немного, Вадим, как давно ли занимаешься, когда выиграл первые большие титулы? Ну, я начал заниматься 2007 года. Это уже почти на порядке 20 лет почти. В следующем году уже 20 лет будет. Вот. Начал заниматься у Андрея Васильевича Алексеева, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия. Вот. И по сей день его тренер, если сказать. Ну, самые большие мои достижения, это я выиграл чемпионат России 5 раз. 3 раза раздел К1, там разрешаются удары с коленями еще, помимо того, что лоу-кики бить. И 2 раза в разделе лоу-кик. Ну, как говорили ранее, самый, допустим, звезда лоу-кика это у нас Михаил Иванов. Он как бы 3-кратный чемпион России по версии лоу-кик. И также являлся капитаном сборной России. Вот. До Миши вообще вот самые первопроходцы вот Александр Иванов, а после него, после Александра кто идет? Так, сейчас я вам расскажу. Если память не изменяет, то да, вот самый первый это Александр Иванов, первый чемпион мира из Советского Союза. Из Советского Союза. Вторым становился Павлов Василий, 57 килограмм, как раз таки раздел лоу-кик, если я не ошибаюсь. Второй чемпион мира это у нас Василий Васильевич, 2-кратный чемпион. 2-кратный чемпион мира. Дальше кто? Макаров Иннокентий, чемпионом мира.
Еще у нас был Миронов Сергей, чемпион мира. Из женщин Оксана Васильева, Мария Кривошапкина и по-моему, Лидия Андреева. Вот, Лидия Андреева. Всего у нас, по-моему, 8 или 7 чемпионов Вот, мира. насколько наша республика является значимой в России по кикбоксингу? Ну, все-таки достаточно значимо, поскольку вот первый чемпион мира Советского Союза из нашей родины, это уже говорит о многом. Поэтому, да, это очень значимо, по сути. Ну и знаете, наши спортсмены в целом каждый год выигрывают чемпионат России. Для Дальнего Востока это это лучший показатель, потому что с Дальнего Востока на данный момент, если не ошибаюсь, то именно наша республика, с нашей республики ребята выигрывают чемпионат России. Вот. Если говорить о иностранцах, допустим, сильнее это Россия, в любом случае Россия, потому что по статистике, по показателям, именно спортсмены из России очень сильны как раз таки в ринговых дисциплинах. Лоу-кик, К1 и фулл контакт. Вот. А если говорить о других странах, после России мог бы отметить Сербию. Ребята из Сибири очень сильные. Из Польши хорошие и спортсмены из Турции тоже достаточно сильные ребята. Но на первом месте Россия. Russia, let's go, да? Я как комментирую? Хорошее попадание. Хороший удар зашел. Это прям... Хороший лоу-кик зашел. Сейчас Вадим мне поможет прокомментировать один бой. Очень харизматичная наша спортсменка выходит из Хабаровского края. Вчера мы видели, как она секундировала, как подготавливала своих, наставляла своих воспитанников. А сегодня выходит сама. Против нее спортсменка из Якутска. Козицкая Юлия. Судья объясняет такие самые, наверное, главные правила. Куда бить можно, куда бить нельзя. Самое главное, да, слушать мою команду, запрещенные удары и в целом о общих правилах. С Козицкой Юлией знакомы, да? Она занимается у Павла в клубе Пикабу. Довольно-таки уже давно. Сейчас мы смотрим. Сейчас это был прямой удар. Фронтук. Сейчас пробивает спортсмен из синего угла. Смотрим. По правилам, да? Да, это все по правилам. Мы видим, что девушки из синего угла довольно-таки спокойно начинают бой. Это говорит об опыте, наверное, да? Да, скорее всего, опыт. Но тем не менее, Козицкая Юлия тоже не уступает, работает очень активно. Вот сейчас была хорошая комбинация. Да, на самом деле спорт очень зрелищный. Я впервые посещаю, много раз уже на камеру говорил. Кстати, многие люди лично особо не знают, как это вообще. Если углубиться, это очень интересный вид спорта, очень динамичный, очень зрелищный. Нужно больше рекламировать это? Да, больше изучать, больше рекламировать. По-настоящему мужской вид спорта. Но, тем не менее, женщины тоже боксируют. Да. Хорошая атака. Первый раунд в целом хорошо отработала Юля в красном углу. Но спортсменка синего угла, да, видно, что она опытная. И я думаю, точных попаданий у нее было больше. Больше было, да? Да.
Вот на мой невооруженный взгляд я видел то, что вот больше атаковала спортсменков из красного угла. Я бы дал предпочтение ей, допустим. Да. Ну, видите, как бы, да, активности было больше от красного угла, но точных попаданий, как я вижу, все-таки спортсменки сильно играют. По времени сколько боксирует? Получается 3 раунда, а один раунд длится 2 минуты. Между раундами перерыв 1 минута. По манере ведения боя, скорее всего, вот спортсменка синего угла из тайской школы, потому что она стоит на месте в основном и ногами вот дергается. Это как бы специфическая привычка тайцев. Кстати, Юля очень хорошо начинает. Отличие от тайского бокса, наверное, колоссальные. Да, очень большое. самом деле. Да, есть такое. Там абсолютно другая динамика. В тайском боксе очень много клинча. Там ценится как раз таки клинч, броски, захваты. Григорий Попов, он представитель тайского бокса? Да, он базовый тайбоксер. Он в соревнованиях по кикбоксингу не участвовал? Да, вроде бы участвовал, кстати. Хорошо, лупить. Все-таки достаточно конкурентно бой мы видим. Хорошо лупить, хорошо оценивать спортсмена. Ну, похоже, что спортсменка в красном уже устает, начинает уже садиться. Но, тем не менее, не сдается. Показывает свою волю к победе, да, характер. Так, это что было? Это просто, да? Потеря баланса. И сейчас будет заключительный раунд. Ну, как оценка по второму раунду? Я думаю, также осталось. Так остается. Все-таки спортсменка синего угла была более точная. Сейчас Юле надо работать посильнее, побольше. И постараться уронить, да? А вообще бывают нокауты у женщин? Да, конечно, бывает. Конечно, бывает. Допустим, на чемпионатах России там очень сильные спортсменки именно женщины. Вот там как раз таки бывают и нокауты, и явные преимущества. То есть женщины тоже очень хорошо боксируют. А вот в кикбоксинге всегда в щитках, да, дерутся? Да, это любительский кикбоксинг, там всегда есть экипировка, щитки, перчатки, бандаж и шлема. А на профессиональном кикбоксинге? Там уже только перчатки, капа, бандаж и все. И, кстати, вот по времени, по профессионалам раунд длится 3 минуты, в любителях 2 минуты. Капу забыла. Хороший ушел. Да, я вот замечаю, да, вот каждое попадание сопровождается. Да. Это откуда идет? Это идет от тайских боксеров как раз таки. Потому что в Таиланде за каждый такой удар прям люди скандируют, кричат, чтобы это было более эффектно и чтобы судьи тоже заметили. Вот, допустим. Ну да, вот тут в этом бою я вижу. Я вижу, вот тут уже диктует опыт. Да. Больше опыт, чем желание победить. Да, опыт решает. Юля молодец тоже, допустим. С такой сильной спортсменкой, как бы она
очень тоже хорошо Как выглядит. минимум для нее будет очень хороший, богатый это опыт. большой опыт. Как раз таки большой опыт получается, когда ты боксируешь с сильными соперниками. Да. И в тебя вселяется, наверное, уверенность, да, какая-то. да. То, что ты тоже можешь конкурировать с сильными спортсменами. Хороший бой, интересный бой. Мы видим прям мастерство. Да, очень видно, что очень опытная. Юля молодец, очень молодец, хорошо боксировала. В этом бою единогласным решением судей победу одержала представительница города Хабаровска Помаскина Евгения. Ну, соперница опытная, очень опытная. Первенство России выиграла, первенство Европы выигрывала. Ну, то есть Юля молодец, боксировала до конца. Она реально пыталась выиграть, но соперница чуть посильнее, поопытнее нас был. Итог. Тут, наверное, выиграл опыт. Да. Да. А желание победить было больше. Да. Да. Ну, что вы делаете? Это спорт, и всегда есть победители, есть проигравшие. Обязательно. Работу над ошибками сделаем, вернемся, возьмем у него реванш. Нет, в основном по корпусу, да. Своим ростом, да, своим ростом. Высокий рост это не всегда плюс. Бывают такие очень фактурные парни пониже, с хорошей броней. О, типа тех, что мы наблюдаем сейчас, да. Их держать, ну, у нас наверное, очень сложно, да? 6 минут будет длиться. Все 6 минут держать очень трудно будет их держать. 75 килограмм. 75 килограмм. Хороший плотный. Александр Иванова в дисциплине лоу-кик. Айтал Петров. Петров Айтал единогласным решением судьи одерживает победу. И становится 4-м чемпионом. Ну и все, на сегодня все. Всем большое спасибо. Всем большое спасибо, что вы с нами. Завтра ждем на финальных боях. Завтра у нас будут финальные бои. Будет 20 боев, начало в 11. Завтра будет по-настоящему интересно. Очень жаркие бои у нас ждут. Завтра будет гала-финал, поэтому не отключайтесь и смотрим дальше, наблюдаем. Тем временем у нас начался третий день, это день финала. Сегодня будет 20 боев, но из них один бой не состоится ввиду того, что спортсмен не прошел взвешивание, не смог сделать вес. Зал подготовили очень красиво, здесь все темно, и участники выходят через вот такой проход, где будет световое шоу. Ну и дымовое шоу, как оно правильно называется, я не знаю. Сегодня зрителей побольше. Ну и бои сегодня будут самые конкурентные, ведь это финалы. Не надо такие отдавать! Встречай сразу его! Ой, хорошо! Когда ты нападаешь, он жестко хавает же. Раз, два, ну. Нигде Дамир! Гол! Хорош! Вилов в конце, гол! Гол! Вилов, гол! Пауха! Синий угол! Амурская область. Да, ничего.
Ну что, Матвей, поздравляем тебя с чемпионством. Это первый для тебя трофей, да? Нет. Я в прошлом году также ездил в Якутию на ДФО, также занял первое место. 2 боя выиграл. В который раз сюда приезжаешь? Уже 3-й. Уже 3-й раз. Уже привык, наверное, да, к нашим да. холодам. Как тебя здесь встречают? Ну, вообще нормально, организация хорошая турнира. Бои, выход, гала-финал, очень понравилось. Заряжает музыка, вот это все. Очень понравилось. Ага, расскажи про ход боя. Вот. Ну, бой проходил упорный. Первый раунд я забрал, потом задышал сильно и на характере как-то дрался и забрал бой. Раньше уже встречался с соперником? Не, первый раз видел его. Первый раз встречаешься? Да. Ага, что скажешь о нем? Ну, соперник хороший, выносливый. До конца работал, да? До конца работал, да. Стойкий. Ну, нормально. При объявлении результатов волновался? Да, я не знал, что выиграл. Я думал, вообще, не знаю, думал, может, проиграю даже. Ну ладно, в любом случае поздравляем тебя с победой. Спасибо. И желаем дальнейших успехов. Все, спасибо. О, бой очень напряженный, ребята опытные. Да, ребятам здесь действительно нравится. Вот финалы организовали очень хорошо, очень круто. Он сам зайдет, Паша, подожди. Еще. Дергай, Вятигири. Терять нечего. Сам рискуй. Бей, Кир. Сазанов? Молодец, поздравляю. Хорошо отбоксировал. А как вообще бой прошел? Мне очень хорошо понравился бой. Соперник был очень хороший, техничный, было тяжело. А какой тактики придерживался? Я придерживался тактики не вкладываться сразу, ждать, пока он выдохнется, и начать атаку. В Якутию впервые приезжаешь? Да. Как? Нравится? Очень красиво. Ну, что бы сказала Якутия? Очень хороший город, советую тут жить. Привет передавай. Всем привет, Якутия. Можешь родителям тоже привет передать на YouTube. Мама, папа, привет, бабушка. Бабушки, да? Да. Забыл, молодец. Я не успел заснять твою сальто. Повторим? Давайте. Опа, вот победное сальто Сазанова. Красавчик. Поздравляю. Мужчина, давай. Удар по печени – это домашняя заготовка ваша, да? Да, мы ее готовили еще за 2 недели до соревнований. Ага. Готовили, что будет удар по печени. Сколько лет занимаешься? Я занимаюсь кикбоксингом 8 лет. Сколько лет надо заниматься, чтобы вот настолько искусственно делать этот удар? Но чтобы исполнить такой удар, хватит и года, даже меньше, чтобы исполнить такой удар. Главное желание. Что скажешь о своем сопернике? Ну, соперник достаточно хороший. До начала второго раунда я думал, что чуть-чуть проигрываю. Как я начал сближаться с соперником, пробил ему печень. Мне тренер говорит, что я его посадил. Он ко мне начинает сближаться, я ему еще раз бью по печени, он садится. Какие планы дальше? Дальше планы выиграть первенство России, который пройдет в Москве, город Одинцово. Потом? Да, я готов. Я готов. Давай, удачи. Молодец, поздравляю. Stand. Во! Stand. Во! Да! Молодец, Тимур, дальше. О, что за мясо вообще? Во! Зазанами храновал.
Ярослав, поздравляем тебя. Очень красивая победа. Спасибо. Какой был план на бой? План на бой был максимально простым. Выйти и подраться с ним за родину. Я у себя дома. Мы видели, как ты отдавал полностью себя. Это было вообще очень красиво, очень четко. Ты его по всем статьям побил. Вот даже вот на мой непрофессиональный взгляд было видно, как ты был настроен на победу. Какая была вот тактика, именно вот тактика? Тактика была по печени нужно было еще, ну по голове и лоу надо работать было. Вот те комбинации, которые ты делал, они отрабатываются? Да, отрабатываются. Ну по лапам работаем, по снарядам, по парам. Кого бы хотел поблагодарить? Я бы хотел поблагодарить своего тренера, великого тренера Александра Михайловича и всех болельщиков, своих спарринг-партнеров, своих товарищей и родителей, конечно же. Тренер, то есть свою спортивную хороший. Хороший плотный удар. Эти тохтар келилер белән хатырып барыштырнам. Хороший хайтал. Раз. Это уже был чист. И у нас выходит один из самых ожидаемых боев нашего чемпионата и первенства Дальнего Востока. Весовая категория 60 килограмм. Гусейнов, Машади, Республика Саха-Якутия, поселок Кангаласы. Из синего угла выходит у нас Иванов Аман, Республика Саха-Якутия, Вилийский улус. Финальный бой, 60 килограмм, юниоры. Гусейнов, Машади, Республика Саха-Якутия, поселок Кангаласы. И с синего угла Иванов Аман, Республика Саха-Якутия, Вилийский улус. Халбака, поселок Халбака. Машади у нас левосторонний стойки, правша. Аман правосторонний, левша. Оба лидеры, да? Да, оба лидеры. Финалисты чемпионата республики. То есть на республике тоже финал сделали. И на первенстве и Дальнего Востока тоже вышли оба в финал. Вот. Хорошие размены парни нам показывают. Очень большой темп. И очень плотные удары, несмотря на их возраст. Хороший плотный удар от Амана по корпусу. Здесь закончится первый раунд. Начинается второй раунд. Очень трудный бой для судей. Честно, я бы не хотел оказаться сейчас на месте судей. Очень хорошо. Хорошие размены мы видим. Машади поддавливает, Аман встречает. Продолжение поединка. В синем углу готовится. Начинается третий заключительный раунд. Парни проявляют друг другу уважение. Ну и сразу включается. Опасный фронт-кик в голову был. Чуть мимо. Осталась минута, нам подсказывает.
один из самых динамичных боев нашего чемпионата мы увидели. Публика у нас проснулась, что означает, что бой у нас очень равный идет. И закончился бой. Золото уходит в Тбилисский Улус, поселок Халбака. Аман, поздравляю тебя с победой. Это был очень близкий бой, очень плотный бой. Спасибо. Что скажешь о своем бое? Ну, нормально. План работал. Но в третьем раунде что-то устал и начал лоу-кики пропускать. Но да, нормально, свою работу сделал. Сколько боев ты сделал на этом первенстве? На этом турнире сделал 3 боя. Раньше с Машади встречались? Да, вот недавно в первенстве республики встречались, тоже в финале. Кто выиграл? Я. Счет 2-0 тогда? Да, тогда. Какие планы в дальнейшем? В дальнейшем, ну, у меня сейчас получил путевку на Россию. Ну, я не знаю, я сейчас в 11 классе, ЕГЭ, экзамены. Сейчас пойду домой и все. Что тебе подсказывали тренеры, твои тренеры во время перерывов? Ну, работать так же, идти в него, работать по печени, мидлы кидать и лоу работать. Что было самым тяжелым в бою вот в этом? Тяжелым? 3-й раунд. Что-то устал и тяжелым стал в 3-м раунде. Да, бой был очень близким. Волновался ли ты за решение судей? Нет, я был уверен, что я выиграл. Сделал, чтобы выиграть, да. Ты был уверен, что выиграл, а ты чувствовал, что он нанес больше ударов, да? Да, больше ударов, больше урона. А как это чувствуется вот по ходу боя? Ну, я чувствую, что попадал плотно. Мои удары ногами попадали чисто очень. Я это чувствовал. А вот когда по тебе попадают, а ты вот во время боя примерно считаешь очки? Ну да, чувствуется. В 3-м раунде чутка отдал инициативу лоу-киками. Ну так нормально. А в этом бою единогласным решением судей звание чемпиона одержал Тимофей Сивша, Республика Саха. Ну вот, соревнования закончились, прошли 4 очень насыщенных, очень плотных дня. И вот судьи проводят последний ликбез, разбор полетов. Главный судья делает выводы, наставляет судей. Технический делегат тоже будет говорить сейчас пару слов для судей, для организационного комитета. Вообще организация соревнования
понравилось. Как бы вот постарались сделать шоу. И я спрашивал у многих наших гостей, у них, оказывается, вообще так не проходят турниры вот, по кикбоксингу. Вот здесь у нас в Якутии стараются делать вообще вот, чтобы все было потрясно, чтобы все запоминалось. И тут еще тем временем идет матчевая встреча. Это как бы вот не всегда же ребята встречаются, да, вот с другими регионами. И вот, пользуясь случаем, проводят вот неофициальные матчевые встречи. Без судей, просто как спарринги. Организационный комитет готовится к награждению. К нам подошли вот официальные лица и будут награждать чемпионов и призеров. Хочу оценить по достоинству проведенный чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа памяти первого чемпиона Александра Иванова. Хочу сказать, что спортсмены были предоставлены из 8 ваших регионов, краев, областей. Количество участников в 2 разделах превышало 250 человек. Я наблюдал четких, здравые, умные, бескомпромиссные поединки. Я считаю, что судьями были выделены сильнейшие. Первый, второй, третий номер, который есть у вас произошел на округе, определены верно судьям. Это самое главное. То есть первые номера сборной ДФО, которые будут представлять на первенстве и чемпионате России, определены верно, команда уже сформирована. Тренерский состав уже там, думаю, все в этом уже согласился, как уже, я думаю, все поняли. Подвели итоги там они. Как вам Якутск? Ой, я здесь уже 2-й раз. Я приезжал в 2021 году на чемпионат России. Как всегда, очень гостеприимные люди, очень гостеприимный город. Очень все так насыщенно, колоритно, традиционно, со своими какими-то традициями. В общем, мне здесь очень... Рыбу попробовали, самое главное? Уже всякую рыбу попробовал. И нельму, и дирку. Все просто, все шикарно. Интересное меню. Как это? Я вот несколько раз наблюдал, как вы ходите очень строгие, а во время турнира, вот после турнира вы уже помягче стали. Ну, вы знаете, первая задача судейской коллегии – это забота о здоровье спортсменов. И, соответственно, я как бы к этому щепетильно отношусь. И самое главное, даже судьи даже давали телефоны, чтобы не отвлекаться от поединков, чтобы не было никаких-то там всяких различных мнений, что на судей, поэтому, чтобы они четко сфокусировались на работе. Все, спасибо вам большое, приезжайте еще. Спасибо. Я мама Александра Иванова. Мой сын родился в 1968 году в семье Иванов первым ребенком. Наша семья очень спортивная. Мы с детьми занимались, все типа спортом, ходили походы, бегали, катались и на лыжах занимались тоже. Но он с 3 класса пошел в бокс с братом. Второму брату было в 1 классе, он вдвоем пошли в нирбол в школу ГСШ. Мы каждый день ходили пешком, он занимался у тренера Пахомова Артура Иннокентьевича. С тех пор он каждый день занимался летом и зимой. Но он вообще любил спорт. С 8, 7, 6 класса он начал соревнования, местным соревнованиям ходить, потом турниры, молодежные турниры, потом взрослых. В 17 лет он стал победителем, 1 место занял среди взрослых. Он учился очень хорошо в школе, поэтому его директора, администрация школы всегда разрешала. Так он добился таких больших успехов. В школу поступил, закончил и поступил в физкультурное отделение ЯГУ. Но добровольно ушел с 3-го курса в армию. Попал в Владивостоке в спортивной роте. Там он дальше занимался боксом, потом он стал заниматься кикбоксингом там. Там попались такие
тренера хорошие. Он также стал, 2 раза стал чемпионом Тихоокеанского флота. После армии приехал и продолжал учебу. И занимался все равно кикбоксингом. И начал тут в Саха-Якутии, открыл клуб и там стал тренером заниматься. После этого он поехал такую большую, победу одержал в 1991 году. В 1992 году стал второе место занял. Второе место, и вот так он и занимался. Но он очень был сильно увлечен таким видом спорта, и он никогда, от этого не отступал. И у него был целеустремленность. Он хотел добиться и добился того, что он хотел. И он стал первым чемпионом мира из Советского Союза, чемпионом мира. Но если он дальше было бы, он бы все равно таким же спортом так и остался бы тренером и воспитал бы своих таких учеников своих. Но я думала, он был первым из Советского Союза, первооткрывателем, я думаю. Ну так, сейчас вот такие соревнования с каждым годом, уже 4-й год идет. Я благодарна спорткомитету спорта, Министерству спорта, что увековечили память о моем сыне. Всех благодарю за поддержку, за все, что увековечили память о моем сыне. Какой бой дался тяжелее? Никакой. Нормально? Все хорошо, да. Да. От вас так и веяло уверенностью во время... Это опыт. Опыт. Это не уверенность, это опыт. Что скажете о сопернице? Все хорошо. Девочки классно подготовлены. Не хватило немножко опыта, я считаю. И тренировок. Может быть и так. А ваши регалии какие? Что выигрывали? Очень много. Россию выигрывала по юниорам. Европу дважды брала, мир брала. Мир брала? Да. О, мир брала. О чем тут тогда говорить, да? Ну, уже да. Мир брала. Молодец. А сколько вам лет? 23. 23 года, и вы уже тренер? Да. Я уже 3 года тренирую. 3 года уже тренируете? Вы как играющий тренер выступаете, да? Да. Сколько медалей увозите в Хабаровский край? Получается, увозим 9 золотых. По серебру еще не считали, по бронзе тоже. Вот сейчас пройдет награждение, все посчитаем. Не надо считать, надо только золото считать. Хорошо. Поздравляю вас. Спасибо вам большое. Приезжайте еще. Конечно, обязательно приедем. Нашей прекрасной половине вот такие очень красивые букеты от компании Сибяки. Организационный комитет, работает наградная комиссия. Республика Саха-Якутия, и становится Дмитрий Галецкий, Приморский край. Другой был? Телевизор. Соревнования проводятся с 2002 года. Память Александра Иванова и мой родной брат Альберт Егорович Иванов начал эту традицию. И с 2010 года на федеральном уровне Дальневосточный федеральный округ начал проводить чемпионат, да, именно в Нерюнгри, и сейчас проводится в Якутске. Я думаю, что соревнования проходят на высоком уровне, приходят из разных регионов Дальнего Востока. Мы благодарим всех наших спонсоров, друзей за то, что вот этот праздник спорта проводится именно благодаря нашим
друзьям, родственникам, спонсорам и правительству. Также хотелось бы отметить, что с каждым годом, получается, увеличивается количество спортсменов, которые вот занимаются и принимают участие в соревнованиях. И Александр Иванов с детства очень увлекался боксом, тренировался каждый день, ходил после школы и, тем не менее, никогда учебу не забрасывал и учился очень хорошо. Так, от всей семьи благодарим всех, спортсменов, которые приняли участие в соревнованиях, и судей, тренеров за то, что поддерживают наш вид спорта. Желаю всем крепкого здоровья и удачи.